За этим, затаив дыхание, следили все страны ШОС. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие важные договоренности были достигнуты. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении огня. Соответствующее решение принято в ходе переговоров делегаций двух стран во главе руководителей ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана Саймумина Ятимова и Камчабека Ташиева, сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области Республики Таджикистан. Тем временем кыргызские СМИ со ссылкой на погранслужбу Кыргызской республики сообщают, что стороны договорились о прекращении огня с 15:00 по времени Душанбе 16 сентября. Отмечается, что встреча прошла на КПП Рават на таджикско-узбекской границе. В ней также участвовали руководство МВД и представители приграничных областей двух стран. Погранслужба ГКНБ Кыргызской республики сообщила также, что дана команда всем формированиям пограничных войск и другим структурам прекратить огонь по всей линии границы. Созданы комиссии сторон, куда со стороны Кыргызской республики вошли полномочный председатель президента по Баткенской области, заместитель министра внутренних дел руководства ПС ГКНБ Кыргызской республики, глава территориального управления ГКНБ УВД области. Конечно же, таджикская сторона не сообщила ничего. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Таджикистана и Кыргызстана началась стрельба, переросшая в крупное столкновение. Стороны возложили ответственность за начало конфликта друг на друга. Как вы думаете, ситуация повторится или все-таки уже нет? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили конфликт на границе двух стран на полях проходящего в городе Самарканд саммита ШОС, сообщает пресс-служба президента Кыргызской республики, не Таджикистана. По данным пресс-службы, лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Согласно договоренностям, на месте в зоне конфликта будут работать председатели и уже сработали ГКНБ двух стран. Также достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы, сообщает пресс-служба Кыргызской республики. Между тем, пресс-служба таджикского лидера сообщила, что главы государств были едины во мнении, что все возникающие вопросы должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическими средствами. В ходе переговоров достигнута договоренность о создании совместной комиссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня в приграничных районах. Комиссию возглавят председатель Сагда Республики Таджикистан Раджабой Ахмадзада и представитель Баткена Кыргызской республики Абдукарим Алимбаев. Бұл жерде провокация даярдалган, алдын ала ең негізгі мәселе бұл жерде провокация даярдалган, алдын ала даярдалган провокациялардың негізінде көптөгөн маалыматтары бар, алдын ала позицияларын ээлешкен. Булар, то есть биз эч качан өзүбүздүн коңшубузга карата жаман ойдо болуп, же алдын ала кайсыл бир провокацияларга даярданып жүргөн эмеспиз, а булар ушундайга даярданып атышат. Бул жерде кандайдыр бир граждандык адамдар, аскердик эмес граждандык адамдардын биздин ушул постторго атака чабуул койгондугу байкалган. Как вы думаете, что на самом деле произошло на границе, и когда-то мы вообще узнаем об этом, и почему до сих пор все это происходит? Вопросы по границе так и не решены. В комиссии встречаются, но никакого продвижения пока не видно. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.